человек и окружающая его среда. В последние десятилетия всему миру стало абсолютно очевидно, что человеческая деятельность истощила природные ресурсы. Техносфера создала нам благо, но и в то же время нарушила равновесие между человеком и природой. Это вызовы 21 века. В чем они заключаются? Гетельзон Иосиф Исаевич, академик Российской академии наук, биофизик, окончил биологический факультет МГУ, затем мединститут в Красноярске. Исследователь, который применяет современные мощные методы физики к исследованию биологических явлений природы, живых организмов для медицинских целей, биотехнологии и агрономии. Студентом 5-го курса начал работу по изучению механизмов, которыми организм управляет в жизнедеятельности клеток, на примере клеток крови. В результате этого цикла работ в соавторстве с Иваном Терсковым предложил и внедрил в производство первый автоматический прибор для счета клеток крови. Раньше этот анализ делали тысячи лаборантов и врачей вручную под микроскопом. Работал в Сибирском отделении Академии наук и в его составе Института физики в Красноярске. Присвоено звание почетного гражданина города Красноярска и края. Одним из основных результатов работы стало создание замкнутой экосистемы жизнеобеспечения людей. Был избран академиком Академии наук СССР и Международной академии астронавтики. Почему человечество и окружающая среда? В чем коллизия между ними? Ведь окружающая среда существовала, по крайней мере, 4 миллиарда лет на Земле. Человечество несколько миллионов лет. Почему именно сейчас между ними возникла коллизия? И как с ней справиться? Окружающая среда – это то, что мы сегодня называем биосферой. Сам термин появился уже пару веков назад, но наиболее четкую формулировку этого явления, этого феномена дал Владимир Иванович Вернадский, российский ученый, работавший в первой половине XX века. Его имя, я думаю, вы все знаете. Так что же такое биосфера в двух словах, я все-таки скажу. Вот тут есть таблица, которая говорит о том, из чего состоит биосфера. Но в самом общем виде биосфера – это вся совокупность живых организмов на планете, от человека до бактерий или наоборот, снизу вверх, и все то окружение, в котором эти живые организмы находятся. Окружение – почва, земля, вода, реки, океан и атмосфера. Все это вмещает жизнь. И вместе с самой жизнью и называется биосферой, то есть живая сфера, окружающая планету. Ее основные свойства, сформулированные тоже Владимиром Ивановичем Вернадским, во-первых, это то, что он назвал всюдность жизни. Это означает, что жизнь можно встретить в пределах вот этого окружения планеты всюду. Я поделюсь с вами своими впечатлениями о том, как мне довелось видеть, кажется, пределы существования живых организмов. Работали мы на дрейфующей станции «Северный полюс». Подо льдом вода с температурой ниже нуля.
Вы можете сказать мне, что 0 – это и есть точка замерзания, как может быть вода. Но напомню вам, что это морская вода. Морская вода замерзает не при нуле, а ниже. До 1,5 градусов еще там жидкая вода. И вот когда мы добыли образцы оттуда, планктона, живых организмов, которые там живут, они просто это была весна, они носились там вот под стеклом, бинокуляром. Это вот я запомнил, как это поразительно. И там жизнь. Второе. Мне довелось много заниматься исследованиями явления биолюминесценции. Может быть, о ней как-нибудь потом поговорим. Но это свечение морских организмов, которые, наверное, здесь-то, живя на берегу, вы все видели. Так вот, чтобы изучать максимальные глубины океана, мы сконструировали аппаратуру, измеряющую свет, излучение, и опускали приборы до почти максимальных глубин океана. Вблизи Марианской впадины есть там соседняя и Дзубанинская впадина. Туда уходил наш прибор. Знаете, вот даже несколько мистическое впечатление, когда ты сидишь в лаборатории на палубе корабля, а прибор в это время на многие километры там, в глубине, где вообще никакого источника света физического нет. Солнечный луч, солнечный квант туда за 1000 лет не проникает. Абсолютная тьма. И вдруг оттуда приходит сигнал, свет, вспышки света. Значит, и там есть жизнь. Сейчас туда уже и батискафы всякие спускаются, и фотографируют. Но вот это были полученные еще полвека тому назад нами сигналы жизни на этой глубине. Кстати сказать, именно там можно изучать эту глубинную жизнь, потому что организмы там живут под давлением сотни атмосфер. Если 10 километров, то это 1000 атмосфер. А это предельная глубина океана. И когда их поднимают наверх для изучения, то они приходят разорванные из-за разницы давления. А вот там, опустив приборы туда, можно мерить и видеть проявление жизни. Это к тому, что жизнь всюдна. Другое свойство жизни. Все живые организмы, опять-таки бактерии и мы с вами, являемся частью биосферы. Не только обитателями в биосфере, но мы часть биосферы. Почему? Потому что обмен веществ, а это обязательное свойство жизни, обмен веществ происходит между нами и биосферой. То есть, что такое между нами, биосферой? Между другими организмами и средой нас окружающей. И это очень короткая цепочка, которая привязывает нас к биосфере. Очень короткая. А самая короткая – это привязка через дыхание. Вот попробуйте задержать дыхание. Сколько? Рекордсмены, может быть, минуту, полторы. Может быть, вы скажете больше. Вот пару минут. Потом приходится вдыхать. Почему? Потому что накопилась углекислота, и есть дефицит кислорода, и нужно совершить обмен с окружающей средой. Вот короткая цепочка, показывающая. Но все, питание, выделение, все привязывает нас к биосфере. Поэтому биосфера не просто абстрактное понятие, охватывающее вот всю существующую жизнь. Это понятие реальной связанности, обмена веществ, которое определяет вообще возможность существования жизни. Круговорот. Вот это вот самая такая простая, редуцированная схема круговорота веществ в биосфере.
Окружность означает, что это круговорот. Круговорот определяется взаимодействием живых организмов с участием окружающей среды. Из каких участников состоит круговорот? Будем считать, что его начало – это продуценты, это те, которые создают органическое вещество. Это кто? Растения. Потому что только растения, зеленые растения обладают хлорофиллом, пигментом, производящим, может быть, самую удивительную реакцию в природе. Они используют солнечный свет и с его помощью из неорганических веществ создают органические. Травоядные животные – это те, которые потребляют биомассу продуцентов первичных, но не все могут потреблять первичное. Это только, так сказать, вегетарианцы в жизни. А их потребляют еще и плотоядные животные, хищники, скажем. В том числе и человек. Он всеядный, он и то, и другое может потреблять. Далее все продуценты травоядные, плотоядные, выделяют в процессе своего обмена веществ, они выделяют продукты обмена. Продукты обмена – это, самым коротким образом говоря, недоокисленные вещества, из которых основная энергия извлечена. Если говорить о дыхании, это выделение СО2, углекислоты, и неорганики, упрощенные органики. Поэтому эта группа, которая занимается переработкой этих веществ, называется редуценты, то есть те, которые редуцируют, уменьшают, делают более простыми вещества, выделяемые всеми этими тремя группами. И в результате эти вещества становятся доступны в виде запаса биогенных элементов, а биогенные элементы, то, из чего продуценты строят свое тело, свою биомассу, становится доступно растениям. Так цикл замыкается. И этот цикл, меняясь, эволюционируя, существует на Земле миллиарды лет. Источник энергии – солнечный свет. Вот этот же круговорот, о котором я говорил, представлен в химическом виде. Что здесь происходит? Солнечный свет, кванты света, H-nu, улавливаются растениями, углекислота, которую они получили от животных, и вода используется для построения органических веществ. Органические вещества затем отдают свою энергию или используются для построения тел и растений, и животных, но для этого нужна энергия. И вот та энергия, которая была запасена в растениях, окисляется кислородом атмосферы, и таким образом круг замыкается, опять углекислота, биогенные элементы, и снова круг вращается. Чтобы он вращался, такое вот гениально придуманное природой изобретение, нужна энергия. Эту энергию поставляет Солнце. Поскольку Солнце существует уже много миллиардов лет, больше, чем планета, и нет никаких пока оснований опасаться, что оно погаснет. Следовательно, эта система, которая просуществовала уже на планете около 4 миллиардов лет, имеет перспективу существовать и дальше, вопреки раздающимся сейчас иногда предсказаниям о конце света. Как видите, система великолепная, можно сказать. Кто ее создал? По религиозным представлениям Творец, по нашим научным представлениям эволюция
она есть. И мы живем и благоденствуем за счет того, что мы являемся ее частью. Но в чем же тогда сегодня проблема? Если это так долго было, почему? Какая тревога возникает сейчас? А проблема заключается в том, что сам человек, человеческая деятельность оказалась фактором, который нарушает вот это явление круговорот. Никакие не злоумышленники, никто не хочет этого делать. Но дело в том, что человеческая эволюция представляет собой прежде всего, можно сказать, технологическую эволюцию. То есть мы научаемся все более активно использовать природные ресурсы. И вот в погоне за этими природными ресурсами разработано множество способов, путей извлечения из планеты, не только из биосферы, но и глубже, веществ, которые вступают в взаимодействие с биосферой. И все это теперь пронизывает собою всю биосферу. Ну, это сейчас принято называть техносферой. Такая технопаутина, окутывающая планету. Она вызывает явление загрязнений. В гидросфере это загрязнение водоемов, и не только ближних, но и мирового океана. В атмосфере это изменение газового состава. Прежде всего, обратите внимание, концентрации углекислоты, ну также еще метана, озона. А почему это так существенно? Концентрация углекислоты сейчас поднялась в сравнении с предыдущим фоном, который измеряется, ну вот несколько тысячелетий можно узнать, какая была атмосфера в пузырьках воздуха в Антарктиде, заключенной в лед. Изменение это незначительно на сегодня. И для нашего дыхания никакой роли не играет. Можно еще и в 10 раз поднять концентрацию углекислоты, мы этого не заметим, это не будет для нас удушьем. Но, во-первых, это важно потому, что углекислота представляет собой так называемый тепличный газ. И чем больше ее в атмосфере, тем больше изолируется атмосфера от теплообмена с окружающей космической средой. И это меняет климат. Это то, что называется глобальное потепление, ворминг. Это вызывает тревогу, потому что мы не знаем, где точка невозврата. То есть вот продолжается накопление, но, может быть, можно вернуться к прежнему. Надеюсь, что можно. Но уверенности в этом нет. Когда-то, может быть, превзойдена такая точка невозврата, когда уже всякие действия все равно не смогут вернуть газовый состав атмосферы к прежнему, и произойдут глубокие драматические изменения в условиях жизни на планете. Это вызывает обоснованную тревогу. Обоснована ли она в действительности? Да, она обоснована измерениями. Сейчас идут непрерывные измерения концентрации углекислоты на планете над поверхностью, и они показывают, что действительно идет неуклонное, медленное, но неуклонное нарастание концентрации углекислоты. Что это означает? Вот если вернуться мысленно к круговороту, это означает, что идет постепенное нарушение круговорота.
нормальный круговорот, вот сколько углекислоты произведено всей совокупностью организмов и физическими процессами, вулканами, например, столько и поглощается растениями. Поэтому равновесие, поэтому миллионы лет биосфера и существует. Но если сейчас концентрация углекислоты растет, это означает, что равновесие нарушается. И мы живем в условиях накапливающегося нарушения равновесия. Вот это и есть главная причина тревоги. Техносфера, которая, с одной стороны, приносит нам благо и создает всю ту цивилизацию, в которой мы живем, и мы уже и жить-то без нее не можем. С другой стороны, оказывается, по силе своих действий настолько велика, что она уже сравнима с мощью самой биосферных процессов. И что из этого следует? Вот некоторые оценки того, насколько она велика. Вот этот график показывает нижняя часть. Вот нижняя – это физиологическая энергия, энергия, которой пользуются живые организмы. График показывает, как в эволюции возрастает энергетическая вооруженность организмов. Ну, будем ее принимать за 100%. А вот дальше это то, что человечество добавляет к этой физиологической энергии за счет технологических процессов. В среднем во всем мире, если это считать 100, то во всем мире 2000. То есть превышение получается уже 20-кратное. Но это в среднем. А вот если посмотреть на развитые технологические районы Земли, ну, здесь, естественно, я привожу свой город, Красноярск, там 5000, значит, уже в 50 раз. А вот если взять Соединенные Штаты, то там 10 тысяч. То есть энерговооруженность, так сказать, концентрированность неудержимо вырастает. Это счет на душу населения. Что же из этого следует? А вот так эта энергия добывается. Поэтому, кроме энергии, мы получаем еще и побочные продукты обмена. И вот это-то и есть самый главный грех, беда современной цивилизации, что мы, кроме того целевого продукта, в данном случае энергии, или каких-нибудь полезных ископаемых, мы всегда получение этих веществ сопровождаем огромным притоком побочных, ненужных веществ, иногда и вредных. Вот, чтобы показать, насколько сейчас то, что делает человек, уже даже превосходит процессы в биосфере без человека. Здесь вот эти две пирамиды сравнивают выделение суммарное, выделение углекислоты годовое только за счет авиации с выделением вулканами. Видите, вот оказалось, что мы уже суммарно превосходим вулканическую деятельность по продукции углекислоты. Вот это и говорит о том, насколько мы сейчас глубоко вмешиваемся в жизнь биосферы. Значит, вот тут несколько картинок, показывающих судьбу этих побочных продуктов, как мы их называем, загрязнители, отбросы. В целом, это главное, что их характеризует, это тупиковые продукты. Что значит тупиковые? Вот на целевой продукт у нас есть потребитель. Мы его производим для того, чтобы использовать. А побочные продукты, на них
нет потребителя. Ну, опять же, мое впечатление, был я на алмазном заводе в Якутске. И вот показали нам продукт. Принесли горсточку таких вот стекляшек. Необработанный алмаз, но стекляшки это. Это еще не бриллиант. Но из них делается. А перед этим мы смотрели огромную алмазную трубку. Это такой кратер, как на Луне, диаметром пару километров, глубиной в полкилометра. Вот оттуда извлекается тысячи тонн грунта, и из него добываются вот эти вот стекляшечки. Я понимаю приверженность женского пола к этой красоте, но когда сравниваешь, то понимаешь, сколько же мы производим тупиковых продуктов. И так большинство современных процессов сопровождается тупиковыми продуктами. Тупиковыми их называем потому, что на них нет потребителя. Значит, они накапливаются. Ну вот в качестве примера я привожу то, что мне близко, потому что речь идет о полимерах. Вы знаете, что наше время, если прошлое можно было назвать железным, там, бронзовый, железный век, наш век – век полимеров. Великое благо оказалось, что легко производить эти вещества, которые так широко могут быть использованы, они удобные, они дешевые, их производят из газа и нефти, ну, все прекрасно. Но куда их девать потом? Именно из-за дешевизны их никто не собирает после первого использования. Пленки, посуда, там много чего из них делается. Их просто выбрасывают. А какова их дальнейшая судьба? Этим мы тоже занимались. Мы проследили судьбу полимерных отбросов, которые попадают в самые благоприятные условия для переработки, казалось бы, в тропические воды. Воды океана, тропических рек. Во Вьетнаме делали мы эту работу. Так вот, оказалось, что эти материалы годами плавают, и за счет движений воды, течений, такие есть круговоротные течения, вот здесь они показаны в Мировом океане, в Тихом, такие кольца, и во всех. И там скапливаются эти вещества, потому что их разложение возможно только за счет действия солнечных лучей, а это очень медленно. Так что это глобальные загрязнения за счет пластика, производимого сейчас в таких больших количествах и доставляющего нам массу удобств. А вот это последнее, которое меня очень впечатлило, картина. Весной я был на астронавтическом конгрессе, международный конгресс, в этом году происходил в Иерусалиме. Вот там вот эта картинка докладывалась. Отбросы в космосе. Это уже не в пределах земной биосферы. Вот каждая точка – это какой-то кусок металла, техники, выброшенный при выходе в космос всех наших спутников. Вот всего-то 50 с небольшим лет, как открылась возможность выходить в космос, и вот как мы уже успели его запачкать. Теперь там целая секция есть на этом конгрессе, которая занимается, вот дебрис, изучает загрязнение космоса и как дальше с ним бороться. Это большая опасность для летающих аппаратов, потому что столкновение приводит к разрушению. То же самое. Огромное количество энергии разными способами извлекаются сейчас. Тут есть некоторые
надежды на улучшение ситуации. Вот здесь показано внизу нефть, газ, а на самом верху зеленое и синее – это фактически солнечная энергия, то есть либо прямо поглощение солнечной энергии, либо ветровая энергия, но ветер – это движение атмосферы, вызываемое солнцем, нагревом. Пока они занимают маленькую долю, хотя сейчас это уже впечатляюще выглядит там, где, например, вот на равнинных берегах Голландии огромные ветряки стоят во множестве, и очень разумная вещь. Фермеры ставят у себя ветряки, и когда энергии много, то часть энергии, которую они не используют, они отдают в общую энергетическую сеть. А потом, когда штиль, нет ветра, они получают оттуда эту энергию обратно. То есть вот это сейчас получение энергии без тупиковой становится перспективой для будущего. Но вы видите, как она еще мала. А тут показано, вот закрыто годы. Это вот так ожидается будет к середине нашего века. Это существенная тенденция, но пока она еще очень мала. А тут вот некоторая характеристика того, как используется эта энергия для производства. Насколько мы ее экономим, насколько совершенно ее использование. Вот чем больше эта полоска, тем, значит, больше энергии мы тратим на единицу продукта. И кто же тут рекордсмены? Казахстан и Россия. Очень расточительно мы тратим энергию. То есть производим отбросы и бросовое тепло. А кто рекордсмен по экономии? Япония. Вы видите, на ту же единицу производимой продукции Япония тратит, по прикидке, получается в 3-4 раза меньше, чем мы, а производит то же самое. Вот среднемировая линия проведена. Вот, значит, Япония, Европа в целом, Индия меньше, чем среднемировая, а все остальные производят больше среднемировой. Вот там Китай, США близки к среднемировому уровню, а дальше идут расточители. Теперь мы можем суммировать представление о том, какой экологический след оставляет человек. Не только человечество в целом, а каждый человек, единица, вот так можно посчитать. Вот эта вот картинка, след, именно как след стопы, показывает, сколько нужно площади на планете для того, чтобы удовлетворять человеческие потребности. Пашня, пастбище, лес, и так далее. Так вот, оказывается, что мы сейчас в долгу, потому что мы используем больше, чем восстанавливаем. Вот тут две кривых. Зеленая – это способность биосферы поглотить то, что мы выделяем, поглощающая способность биосферы. А красная – это то, что мы выделяем. И вот видите, начиная с 80-х годов, мы теперь уже живем в долг перед биосферой, потому что ее поглотительная способность ниже того, что целиком человечество выделяет. Посмотрим
по странам. Вот Россия. В России круто росло потребление, и вот в 90-е годы упало. Это перестройка. Ну, теперь мы таким образом не в долгу у природы, но это очень плохой способ. Это означает падение производства, соответственно, падение уровня жизни. И это, так сказать, не то, через что человечество должно справиться с проблемой. Вот на предыдущем я так вам оптимистично сказал о Японии. Но вот посмотрим на другую сторону. Производство энергии, использование энергии в Японии гораздо выше, чем зеленая полоса, чем поглотительная способность. Маленькие острова, там особенно негде развернуться зеленым растением, хотя все покрыто ими. И вот получается, что Япония живет в огромном долгу перед природой. Ну, внизу вот как это выглядит в Америке. Они уже в 70-е годы перешли в долговую зону, и воспроизводство экологическое намного меньше, чем то, что надо потреблять. За счет чего же все-таки пока достигается, хотя уже, как я показывал на первом слайде, не вполне достигается равновесие. За счет того, что неравномерно развиты страны. Вот здесь показана американская энерговооруженность и африканская. Вот за счет этой разницы пока удерживается равновесие. Но это плохой способ удержания равновесия, потому что он означает, что значительная часть человечества таким образом обездолена. Ну и надо задуматься над этим. Что же делать? И ответ на то, что делать, как нам дальше действовать, в самом таком глубоком, но еще общем виде дал тот же Владимир Иванович Вернадский. Еще в первой половине нашего века. Еще в 22 году он опубликовал первую книжку о ноосфере. Биосфера – это сейчас ее знают все, а ноосфере знают гораздо меньше. А что такое ноосфера? Ноос – это греческое слово «разум». Идея Вернадского, которая сейчас претворяется в жизнь более-менее, это идея о том, что сегодня, когда человеческая деятельность, техносфера сравнялась или даже превосходит мощь природных процессов, человечество должно взять на себя функцию управления биосферой. То есть применить разум для того, чтобы восстановить равновесие между человеком и окружающей средой. А как? Ну, хорошо, мы понимаем, что надо это сделать. Но как? Как это сделать? И вот тут разошлись позиции, разошлись мнения. Противоположные. Первая реакция на тревогу – это, раз мы так нарушаем, надо уменьшить нарушение, уменьшить нашу активность. Это так называемый алармизм, аларм, тревога. Очень сильное движение в мире уже во многих парламентах есть представители партий, так называемых зеленых, которые именно это проповедуют. Надо уменьшить человеческую активность, вмешательство в биосферу. Как будто бы правильно, вот тогда все станет хорошо.
Но в действительности эта дорога гибельная, в никуда. Потому что сейчас на Земле живет уже несколько миллиардов людей. А вернуться обратно значит прекратить удобрять, прекратить вырабатывать удобрения, прекратить производство всего, что сегодня нужно для нашей жизни. А это значит, упадет продуктивность растений. И тогда, если действительно вернуться к прежней патриархальной такой, казалось бы, мирной жизни, то на Земле смогут прожить, прокормиться не миллиарды, как сейчас, а единицы миллионов. А это означает в 1000 раз меньше. А куда же остальным? Таким образом, мы можем сказать, что эта дорога, несмотря на благие намерения, каннибальская. Ну, а другая дорога противоположная. Она говорит о том, что нужно не уменьшать человеческую активность и вмешательство в биосферу, а увеличивать. Но при одном условии. Нужно менять технологии. Вот я показал вам еще раз портрет Владимира Ивановича Вернадского, идеи которого я сейчас вам рассказываю. У нас в академии говорили, что у нас есть Академия наук, и есть еще одна академия, Владимир Иванович Вернадский. Вот его утверждение. Мы входим в ноосферу, но мы входим в нее пока не общеразумными действиями. К сожалению, наоборот, сейчас человечество как-то все больше впадает в противоречия внутри себя, хотя пора бы их оставить и подумать об нашей общей судьбе на планете. Но так или иначе эволюция идет в эту сторону, и мы в ноосферу входим. В продолжение идей Вернадского наиболее сильные идеи развивал академик Моисеев, Никита Николаевич Моисеев. К сожалению, его уже тоже нет. Здесь вот он слева. Идея заключается в том, что мы неизбежно входим в такой период эволюции, когда должны быть сильно изменены технологические процессы таким образом, чтобы они стали безотходными. Есть две дороги. Либо нужно сопровождать производство каким-то процессом разрушения, либо производить то, что сама природа может потребить и разрушить. Вот пример того, как можно идти вот этой второй дорогой, я, опять же, из нашей работы вам назову. Это страшная картина, мусор, пластики, загрязняющие природу. Это сделано в тропиках, где особенно сейчас ими злоупотребляют, можно сказать. Но, к сожалению, можно упрекнуть и наш прекрасный город. Тут тоже на берегу их очень много. И это большая угроза для курортного дела. Но главное, это вот накопление на суше, в море я вам уже показывал, отказаться от пластиков, как алармисты говорят, очень резко снизится уровень жизни. Что тогда? Тогда нужно перейти к производству таких пластиков, которые в природе могут разрушаться. Ну вот у нас мы разработали биотехнологию производства биопластика с помощью водородокисляющих бактерий. Этот биопластик по своим механическим свойствам, физическим свойствам, такой же, как пластик из нефти и газа. И, соответственно, также может быть использован. Но поскольку его производят живые организмы, то живые организмы его и разрушают. И вот когда я говорил вам, что мы исследовали скорость разрушения
химических пластиков, параллельно мы исследовали скорость разрушения нашего биопластика. И не только нашего, не только мы делаем биопластики. Вот биопластики разрушаются от недель до месяцев. Месяца через 3 в морской воде просто их не остается. И ничего при этом не надо делать, никаких затрат нет. Они возвращаются в неорганические компоненты, из которых их построили, и снова готовы участвовать в круговороте, вступают в круговорот. Это пример того, что безотходные технологии возможны, и в этом направлении и должны быть сосредоточены усилия человечества. Ну, здесь несколько практических советов, а как каждый должен участвовать в этом процессе. Это, конечно, не решает всей проблемы, но существенно облегчает ее. Что надо делать человечеству глобально, а что нужно делать каждому? Вот внизу, что надо делать каждому. Это все вложение в восстановление равновесия в природе. Вернемся к ноосфере. Вот то, что я сейчас вам рассказал, это сегодняшнее состояние, и из него вытекает насущная необходимость изучать законы существования биосферы и разрабатывать методы управления. А как изучать? 3 способа наука знает. Можно наблюдать. К счастью, теперь спутники за несколько десятков минут проходят вокруг Земли и видят то, что происходит на планете. Это способ наблюдения. Раньше это было так трудно, почти казалось безнадежным. Я помню, как на кораблях идем по безбрежному Тихому океану, недели идем, делаем станции, остановки, а между ними что? То есть только экстраполируя или интерполируя между ними, мы делали некие заключения о океане в целом. Сейчас многое видно сверху, но это видно то, что есть. Следующий метод – математическое моделирование, модели биосферы. Потому что без превращения в количественные показатели того, что наблюдается, мы беспомощны что-то сделать. Но тут есть одно обстоятельство. Если вы моделируете только то, что измеряете и наблюдаете в живой природе, то вы видите, к счастью, пока еще довольно благополучное состояние биосферы. Она еще недалеко ушла от равновесия, как мы ни стараемся. А вот, чтобы узнать ее поведение, пределы устойчивости, я упоминал вам, точку невозврата, мы не знаем, докуда можно продолжать нынешние действия наши в биосфере, чтобы не выйти за невозвратное состояние. Как это изучать? Для этого нужны физические модели биосферы. Потому что надо экспериментировать и приводить биосферу в крайние, экстремальные состояния и видеть, как она этому сопротивляется, как она на это отвечает. К счастью, сама большая биосфера такая большая, что над ней нельзя экспериментировать таким образом, приводить ее в катастрофические состояния. И не только нельзя, но и, к счастью, трудно. Это не дорога. А какая дорога? Дорога создавать модели биосферы. Физические, значит, не математическая, а реальные, материальные модели биосферы. Но в биосфере есть живая часть, поэтому нужно создавать такие маленькие системы, в которых было бы главное свойство биосферы. А что главное? Круговорот веществ.
То есть растения, животные, бактерии, равновесие между ними создать искусственно. Вот это задача, которой мы занимаемся многие годы. И вначале это была работа пробирочная, можно сказать, и нам очень повезло. Это было как раз в те годы, когда началась космическая деятельность. Первый спутник, потом первый полет Гагарина, общий энтузиазм, увлечение. Я помню демонстрацию нашу студенческую на Красной площади. Студенты шли с лозунгом «Все в космос». Ну вот, все не все, но тогда мы получили очень сильный импульс, поддержку, помощь от космической отрасли. Вот центральной фигурой там, как в идеях о биосфере, ноосфере Вернадский, там центральной фигурой был Сергей Павлович Королев. Исключительно интересная личность, с интересной судьбой, ну, когда-нибудь расскажу вам о нем отдельно. Мы получили поддержку потому, что эта наша, казалось бы, фундаментальная задача оказалась, ему показалась практически важной. Почему? А как посылать людей в дальний космос? Ведь все, чем человек питается, происходит из биосферы, а все, что он выделяет, уходит в биосферу. Сейчас летают, но ведь летают около Земли. Нынешний выход людей в космос – это выход в техническом смысле слова, но не в биологическом. Из биосферы они никуда не ушли, потому что они живут за счет запасов, которые грузовиками туда привозятся, и их продукты обмена оттуда вывозятся. То есть технически они в космосе, а биологически они по-прежнему в биосфере. Создать замкнутую маленькую систему, такую, которую можно поднять в космос, это и была задача. Но она состоит из инженерной части, сконструировать ее. Но прежде чем конструировать, нужно знать технологию. А что же делать? Вот нужна биотехнология замкнутых экологических систем. Вот этим мы занимались. Теперь я совсем коротко просто покажу вам, как это выглядит в виде уже результата, 20-летнего результата этой работы. Вот в этой системе, которая имеет площадь всего 120 квадратных метров, вот это вот такой герметичный сварной, ну, можно сказать, контейнер, разделенный на 4 части. В одной части, вот ближняя ко мне, это жилой отсек. Тут жили 3 испытателя, когда система прошла длинную первичную переработку, подготовку. И я хотел просто закончить благодарностью тем, с кем я работал. Это больше 100 человек, врачи, биологи, физики, инженеры. Образовали единый коллектив. Вначале трудно было нам понимать друг друга, но образовали, и вот наш результат – это создание такой замкнутой экосистемы. Пока в мире она не повторена, могу сказать, почти. Вот китайцы уже очень близки. Они были у нас, мы были у них, они близки к повторению этого результата. Но пока только повторению. Вот когда я приезжаю каждый раз в Абхазию, я все жду, когда я увижу подъем, восстановление. Четверть века уже почти прошло после этой героической войны. Я очень впечатлен, ходил сейчас здесь по залам. Ну, пора подняться, пора выйти из этого. Что для этого надо? Очевидно, нужны новые технологии. А откуда они возьмутся? Из новых идей. А идеи откуда? От образованных людей. Поэтому мне представляется, что у вас есть главный инструмент подъема. Даже не вложение, не инвестиции, а прежде всего мысль, образование. Наверное, чтобы не подойти к точке невозврата, человечество должно изменить свое поведение, уменьшить активность,
поменять технологии или сделать все это вместе. Только так можно восстановить равновесие между человеком и окружающей средой. Так считают ученые и биологи. Ну а мы с вами прощаемся до следующей пятницы.